Страх за то, что завтра можешь не проснуться. Так описывает свое состояние жительница Бишкека Елена Глотова. У нее двусторонняя пневмония. Приехала в один из дневных стационаров в очень тяжелом состоянии. Сегодня 4-й день лечения, и ей значительно лучше. Это очень тяжелое состояние, когда 39 температура. Там просто уже не знаю, что с тобой происходит день, ночь. Сюда мы попали дня 4 назад. И сразу улучшение. Сейчас. Я сразу почувствовала, мне стало легче. Как мы все знаем, данные о внебольничной пневмонии и COVID-19 теперь объединены. Специалисты системы здравоохранения еще с самого начала пандемии говорили о том, что внебольничная пневмония – это проявление коронавируса, имеющее быстрое распространение заболевания, вызывающее тяжелое течение болезни и высокую летальность. Соответственно, больные получали лечение как пациенты, у которых заболевание напрямую связано с коронавирусной инфекцией. Все пневмонии, которые развиваются в домашних условиях, вне дома, вне больницы, они называются внебольничными пневмониями. Но причины у них бывают разные. В настоящее время, в период пандемии, причинами этих внебольничных пневмоний является коронавирусная инфекция. И поэтому такой термин сейчас у нас используется, как внебольничная пневмония, но это не означает, что мы рассматриваем внебольничную пневмонию отдельно от коронавирусной инфекции. Это одна в общем-то, проблема, и существует такая четкая взаимосвязь. А решение об общей статистике было принято для того, чтобы отразить истинный масштаб заболевания, объективно прогнозировать дальнейшую модель развития эпидситуации и содействовать разработке верной стратегии борьбы с эпидемией. Мы приняли решение объединить статистику. Несмотря на то, что печальные цифры по количеству умерших от COVID-19 вследствие объединения статистики увеличились. Этот вопрос обсуждался с экспертами и специалистами на разных уровнях. Также это обсуждалось с представителями Всемирной организации здравоохранения. Вместе с тем, несмотря на большие цифры, в объединенных статистических данных в последние дни действительно наблюдается снижение количества вновь выявляемых случаев. Если ранее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса не было меньше 500, то вчера, к примеру, это число равнялось 296. Но все же эта положительная динамика не говорит о том, что эпидемия пошла на спад, отмечают специалисты. Главный инфекционист Минздрава Айнура Кутманова говорит, что об этой болезни медики знают не все, и поэтому трудно прогнозировать, что нас ждет в ближайшее время. В целом такая тенденция в последние дни наблюдать, это очень хорошо, да, положительная динамика для нас. Но пока я окончательно не могу сказать, потому что эта инфекция новая, она имеет свою эпидемиологию, и поэтому сказать, что мы идем на снижение, я тоже не могу сказать, да. То есть пока мы применяем все меры для того, чтобы снизить эту заболеваемость. Нынешняя эпидемиологическая ситуация в стране говорит о том, что это заболевание очень сложно контролировать. Сегодня это может быть положительная динамика, а завтра эпидситуация может стать еще хуже, говорят специалисты. Поэтому главное, что сейчас нам нужно, это адаптироваться к жизни в условиях эпидемии, и к тому же крайне важно продолжать соблюдать и выполнять все рекомендации медиков. Бегаим Бегалиева, Чингис Джумагулов, Ала-То 24.